Вольфганг Амадей Моцарт, Иоганн Штраус, Густав Климт, Зигмунд Фрейд – все эти культовые личности неразрывно связаны с одним из самых аристократических и влиятельных городов мира – Веной. Это город музыки и искусств, международной торговли и конгрессов, город с длинной и богатой историей, которой здесь можно буквально прикоснуться своими руками. Я предлагаю вам познакомиться с одним из самых красивых и комфортных для туризма городов – столицей Австрии. Вена – самый населенный город государства. Здесь живет 1,5 миллиона человек. Город расположен на востоке страны, на берегах Дуная, и упирается с одной стороны в Альпы, а с другой граничит с гигантским и густым Венским лесом. Географическое положение Вены благоприятно влияет на развитие экономической, промышленной, образовательной и туристической сферы, поскольку она находится в самом центре Европы, на пересечении крупнейших торговых путей. Город потрясает своей историей, изысканными дворцами и площадями, имперской архитектурой, выставками и театрами. Вена славится новогодними концертами и величественным балом в Венской опере. Фактически весь город внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО. Друзья, добро пожаловать в аристократичный город Вену, столицу Австрии. Знакомство с Веной лучше всего начать с ее сердца – центральной площади Штефансплац. Это достаточно большая многоугольная площадь, связывающая две центральные пешеходные улицы Вены – Кертнерштрассе и Гравен. Названа она в честь собора Святого Штефана, самого крупного и важного в истории Австрии. Первый храм собора был построен еще в XII веке. Высота южной башни составляет 136,5 метров. Во времена правления Габсбургов ни одна церковь страны не могла быть построена выше Южной башни. Собор Святого Штефана может похвастаться сразу 3 органами. К сожалению, в 1945 году оригинальный орган был уничтожен войной, но впоследствии в 1960 году был установлен новый. Он имеет 10 тысяч органных труб и является крупнейшим в Австрии. Современные туристы могут не только посетить сам собор, но и подняться на его колокольню по специальному лифту. Отсюда открывается один из лучших видов на красавицу Вену. Двигаясь по живописной улице Кертнерштрассе, мы выходим к одной из визитных карточек Вены, без которой этот город в буквальном смысле бы не звучал так, как сейчас. А это, друзья мои, знаменитейшая Венская опера, один из основных оперных центров мира. И благодаря этому зданию Вена настолько известна. Каждый уважающий себя оперный певец мечтает петь здесь. Государственная Венская опера – крупнейший музыкально-культурный центр не только Австрии, но и Европы, а также один из лучших оперных театров мира. Здание, обладающее невероятно богатой архитектурой, построено в 1869 году. Оно сильно пострадало во время войны, и только с 1955 года, после тщательной реставрации, здесь были возобновлены традиционные ежегодные балы и концерты. По количеству спектаклей, проходящих 285 дней в году, опера занимает лидирующее место в мире. Любой талантливый оперный певец считает большой честью быть приглашенным на работу в Венскую оперу. Для многих это пик карьеры и предел мечтаний. Буквально в 2 шагах от оперы располагается еще одно культовое место, с которым ассоциируется не только Вена, но и вся Австрия – кафе «Захер». А сейчас позади меня знаменитейший отель и кондитерская «Захер». Об этом любимом кондитерском изыске австрийских королей я расскажу сегодня немножко позже. Вена известна своими кофейнями.
Любовь к кофе и сладостям у австрийцев в крови. Почти все местные жители начинают свой день с чашечки ароматного напитка и утренней газеты в одном из заведений города. Несмотря на то, что знаменитый шоколадный торт с наполнителем из абрикосового джема можно найти во многих венских кафе, кафе «Захер» все же уникально. Только здесь готовится самый оригинальный торт «Захер». Впервые он был приготовлен в 1832 году, тогда еще 16-летним учеником кондитерского искусства Францем Захером для министра иностранных дел Австрии. Каждый год продается более 360 тысяч этих кондитерских изделий по всей Австрии и за границу. Выпив чашечку венского кофе «Меланж», который представляет из себя крепкий эспрессо со взбитыми сливками, и закусив тортиком, продолжим знакомство с венскими дворцами, а именно с величественным Хофбургом. Императорская резиденция Хофбург в Вене олицетворяет собой всю историю Австрии. Хофбург – знаменитая резиденция австрийских императоров. Территория резиденции включает в себя 19 дворцов, построенных в разные периоды истории, и более десятка прочих построек и зданий. Рядом с Хофбургом расположены два роскошных парка – Бурггартен и Фольксгартен. Хофбург был резиденцией и центром правления императорской династии Габсбургов до 1918 года. Сегодня здания комплекса занимают многочисленные музеи с выдающимися коллекциями, а также испанская школа верховой езды, конгресс-центр и резиденция федерального президента Австрии. Рядом с императорским комплексом Хофбург расположен так называемый музейный квартал Вены. Здания этого квартала в целом занимают 60 тысяч квадратных метров. На его территории находится несколько музеев. Музей Леопольда, Музей современного искусства, Кунстхалле, Детский музей Зум, Учреждение искусства и культуры. Также на площадях комплекса часто проводят концерты, выставки и литературные фестивали. Музейный квартал обладает крупной коллекцией произведений австрийского художника-экспрессиониста Эгона Шилле. Просторный двор музейного комплекса обустроен как место отдыха для горожан и гостей Вены. Прямо из музейного квартала мы попадаем в роскошный королевский парк – Бурггартен. Это роскошный парк с большой коллекцией роз и других цветов. Здесь расположено много старинных фонтанов, которые стали домом для водоплавающих птиц, а также статуй в греческом стиле. Местные жители проводят свой досуг в этом парке в выходные и обеденное время. Ворота парка выводят нас к двум культовым дворцам города – Венской ратуше и Королевскому театру. Позади меня городская ратуша города Вены. Когда-то здесь проводили королевские приемы. Сейчас же здесь проводят ежегодный Венский бал. Здание Венской ратуши было построено в 1883 году в эклектическом стиле с использованием элементов неоготики и других стилей. Сегодня в этом здании располагается правительство бургомистра и муниципалитета города. Общая площадь помещений ратуши 113 тысяч квадратных метров. Длина главного парадного зала 71 метр, а ширина 20 метров. Украшен скульптурами известных горожан. На вершине центральной башни здания установлена скульптура стража высотой 3,5 метра. Помещение ратуши используется для проведения многочисленных балов, концертов и выставок. Соседний Королевский театр, открывшийся в XVIII веке по инициативе императрицы Марии Терезии, стал вторым театром Европы после парижского Комедии Франсез. Позади меня находится известный на весь мир Королевский театр Вены. В первые годы существования он носил имя Королевского театра при дворце. Его репертуар был преимущественно французский. Здесь выступали оперные и балетные труппы из Франции и Италии. Сегодня основу репертуара составляет классическая драматургия немецких и зарубежных авторов. Также в период театрального сезона в здании театра проводятся экскурсии. Любителям живописи и искусств обязательно стоит побывать во дворце Бельведер. Этот изящный дворец был построен для принца Евгения Савойского в начале XVIII века в стиле барокко. В комплекс входит архитектурный ансамбль и сад.
Когда-то это здание было дворцом принца Евгения Савойского. Теперь же это музей Бельведер, в котором собрана самая богатая коллекция знаменитого Густава Климта. Сегодня во дворце размещена австрийская художественная галерея с коллекцией произведений, начиная от средних веков и до нашего времени. Здесь вы найдете работы Густава Климта, Оскара Кокошки, Эгона Шилле, а также произведения современных художников. Известная на весь мир картина Климта «Поцелуй» находится именно в этом дворце. При выходе из парка Бельведер мы можем увидеть один из крупных памятников 20 века. Это большой комплекс с фонтаном в честь воинов Красной Армии, освобождавших Европу во время Второй мировой войны. Это популярное место для встреч у местной молодежи, а городские власти бережно следят за его состоянием. Вообще в Вене очень много красивых памятников культовых личностей. Здесь вы найдете памятник Моцарту и, конечно же, позолоченный памятник Иоганну Штраусу, который стал олицетворением венского вальса. Австрийцы очень гордятся своей богатейшей музыкальной и художественной культурой и стремятся пронести эту славу через поколения, бережно храня и заботясь об охране истории. Вена – это не только место исторических дворцов и величественных храмов. Здесь можно встретить и удивительные архитектурные эксперименты, такие как дом Хундертвассера. Хундертвассерхаус – еще одна достопримечательность города Вены. Это один из самых необычных жилых домов с нестандартной этажностью, являющийся архитектурным проектом художника Фриденсрайха Хундертвассера. Дом не имеет прямых линий, а разноцветный фасад оформлен различными по форме и величине окнами. На фасаде также заметны орнаменты и мозаика из цветных плиток. Не менее удивляет крыша здания с растущими на ней кустарниками и зелеными насаждениями. Это интересный и необычный пример сочетания оригинального архитектурного проекта с экологией и искусством. Помимо культуры, современная Австрия знаменита на весь мир еще и своими украшениями. Австрийская компания Swarovski специализируется на производстве рассыпных кристаллов, украшений, кристальных фигурок и огранки синтетических и природных драгоценных камней. Swarovski производит оптическое оборудование, готовые светильники и люстры. Свою продукцию компания поставляет на весь мир, но главные магазины-музеи находятся, конечно же, в Австрии. Еще один интересный факт об Австрии – это наименование ее кухни. В Австрии не существует австрийской кухни, существует венская кухня. И одним из главных блюд венской кухни является венский шницель. Собственно, сейчас мы его и будем пробовать в замечательном заведении Skybar. Одновременно сложная и простая в приготовлении, аристократичная и изысканная, венская кухня прославилась на весь мир. Однако на нее оказало влияние не только столица. По сути, это микс из традиционной австрийской, венгерской, итальянской, славянской и чешской кухни. А сейчас мы будем знакомиться с венской кухней в знаменитом ресторане Плакута. Он является по праву одним из самых лучших в городе Вена. Ну и начнем мы пробовать с трио закусок. Это паштет из гусиной печени, это холодец и тартар. Самые известные блюда венской кухни – это в первую очередь выпечка всевозможных видов. Всемирно известный яблочный слоеный пирог штрудель, сладкий казеровский омлет, да и те самые круассаны, которые у большинства ассоциируются с Парижем, были придуманы именно в Австрии. Французы позаимствовали австрийские рогалики кипфель и дали им свое название. Сейчас мы будем пробовать блюдо, ради которого ходят в этот ресторан. Называется оно тапельшпиц. Представляет оно собой бульон, наваристый бульон из 3 видов мяса, которым обязательно подается картофель и соус очень вкусный. Именно ради этого блюда большинство известных людей в мире приходят именно в этот ресторан. В венской кухне можно встретить разнообразие супов, такие как тыквенный, чечевичный и чесночный, а также широкий выбор блюд из мяса и птицы,
такие как венский шницель из курицы или свинины, а также безграничное разнообразие сосисок и сарделек. Посетив Вену, можно автоматически включить ее в список идеальных городов как для туризма, так и для бизнеса. Здесь прекрасно уживаются рабочий ритм и европейская беспечность, толпы туристов и неторопливые местные жители. Здесь прекрасная инфраструктура, хорошие и недорогие отели, удобная транспортная система. Качество – это один из главных приоритетов современной Вены, и здесь оно чувствуется повсюду. Жители Вены бережно сохранили свой традиционный уклад жизни и гостеприимства. Каждому гостю здесь рады и встречают с улыбкой. Вена уютная и роскошная, историческая и современная. Вена идеальна.